Мария Васильевна, здравствуйте. Эпос Аланхо, правильно? Да, добрый Что день. он из себя представляет сегодня? Насколько я знаю, этот жанр очень уникальный и многокомпонентный. Там и стихи, и песни, и при этом на какую-то мистическую тему все. Да, эпос Аланхо, как вы уже все знаете, он является шедевром устного нематериального человечества ЮНЕСКО. И вообще Аланхо состоит из трех миров, можно сказать. Из срединного мира, верхнего мира и нижнего мира. И рассказывается там в основном о богатырях, которые защищают срединный мир от нападков нижнего мира, а также говорится о чистой прекрасной любви, ну и обязательном порядке чувства справедливости, за которые борются все богатыри, которые описываются в этих Аланхо. А как сегодня этот жанр развивается и как давно он появился? Насчитывается практически где-то около 1000 лет назад, говорят, что вот появился вот этот эпос. А также на сегодня, несмотря на то, что он является достаточно архаичным, он у нас тоже в ногу со временем тоже имеет, как бы не то чтобы меняется, он просто, как можно сказать, скорее всего, наверное, превратился практически в жанр искусства, новый вид искусства. И вот благодаря этому эпосу у нас появился свой театр, который как раз-таки основывается на героическом эпосе Аланхо. То есть сейчас это искусство, а раньше значение было более сакральным, правильно? Да, более сакральное значение было. В основном его исполнял один человек, который вот буквально зимние долгие холодные дни, он из дома в дом приходил и буквально от 3 до 7 дней рассказывал свой Аланхо. 7 дней рассказывают? Да, до 7 дней оно у нас иногда бывало. Ну, это у нас в исторических справках так написано, что вот достигало до 7 дней иногда. И вот эти сказания, они, конечно, Аланхасут имел очень богатый внутренний мир. И вот этот богатый внутренний мир, он своим песнопением, своим речитативом доводил до людей, которые собирались вот в одном доме для того, чтобы послушать легендарного Аланхасута. А правда, что можно ввести зрителя в транс? Есть такое. Многие воображение тогда, естественно, было у людей достаточно такое обширное, потому что ничего не мешало, практически не было такое понятие, как интернет, в общем, и имеется в виду ни кино, ни телевидения тогда не было, поэтому они вот благодаря своему воображению у себя в голове рисовали непосредственно вот эти битвы богатырей, например, да, то, что вот каким образом они защищают прекрасную девушку, допустим, срединный мир, бедных там и так далее. А современный театр Аланхо, как он работает? На каком языке вы рассказываете? Театр Аланхо у нас был основан Андреем Савичем Борисовым. Это был 2008 год, буквально 15 лет назад. Мы говорим на якутском языке, ставим наш эпос Аланхо на сцене. И не только наш эпос, но и практически эпосы других народов мира также. На сцене театра Аланхо уже в свое время были поставлены такие китайские, допустим, драмы по китайским эпическим произведениям. Потом даже пробовали ставить произведения великого нашего Платона Алексеевича Юнского с произведением Улуку Дангса в формате греческого эпоса. Ну и сейчас у нас идет работа над индийским эпосом Шакунтала. Буквально в апреле месяце, возможно, если все хорошо пойдет, мы его привезем в Москву. А как происходит адаптация? Потому что произведение совершенно из другой культуры, то есть также якутский язык и якутский антураж? Да, в этом-то и как раз-таки вся особенность. Исполнение в манере тоюк, это когда человек поет горловыми связками. Практически любое произведение, которое вообще имеется, да, его, оказывается, можно спокойно спеть в формате тоюка и в формате Аланхо. Вот настолько он разнообразный и получается очень богатое внутреннее содержание, что Аланхо можно адаптироваться практически под любые другие форматы, имеется в виду под другие эпосы там, и так далее. Но при этом наверняка это не каждому актеру и артисту в целом под силу. Да, это достаточно сложно, и поэтому у нас в артистическом институте специально готовят для нас артистов, которые как раз-таки на протяжении 4 лет учатся и готовятся как раз, чтобы стать артистами Аланхо. Их этому обучает Степанида Борисова, как раз горловому пению, манере петь. В общем, когда на сцену выходят наши артисты, когда показывают спектакль Аланхо, оно в основном состоит из пения в формате тоюк. Есть такой вот. Получается, что у вас каждый артист на вес золота. Это уникальные люди. Да, это уникальные люди. Каждый из них является достаточно своеобразным. И
на каждую роль как бы по определенному как бы человеку, который вот есть такое понятие как стандарты там и так далее, да. И вот кто-то играет, допустим, злого духа, кто-то играет богатыря там и так далее. Поэтому стараемся тоже вот привлекать тех артистов, которые могут как бы адаптироваться по те или иные роли тоже. Современный зритель как принимает такую постановку, как он реагирует? Очень хорошо реагирует. Вот наш зритель, якутский зритель, он очень тепло нас воспринимает. И вот последние 10 лет у нас уже есть своя аудитория, которая всегда ожидает разные наши постановки, основанные на нашем эпосе Аланхо. Вообще эпос Аланхо насчитывается около 1000 видов, получается, да, 1000 разновидностей текстов. Они хранятся в Институте гуманитарных исследований. И на сегодня расшифрованы только 200. Вот буквально, да, и из них 30 Аланхо мы уже более или менее поставили на сцене театра Аланхо. А потом, вот когда мы выезжали, допустим, в Японию, японцы нас воспринимали на свой лад и говорили: вы напоминаете нам театр Кабуки и театр Но. Вот это свой, как бы, у них классический театр, да. Потом, когда приехали в Индию, тоже на фестиваль, да, когда нас увидели, тоже говорят: вы похожи на наших индийских актеров. Как вы это делаете? Как вы поете там и так далее? И буквально такое ощущение было, как если когда мы приезжаем со своим спектаклем Аланхо в любые разные другие страны, они нас воспринимают как своих, получается. Вот еще у нас был такой совместный проект с оперой Кунсюй. Есть такая тоже классическая опера, пекинская опера, получается, да, вот, и с ними делали совместный проект. Они поставили наш Аланхо Туяра Мако, а мы поставили их пионовую беседку. И достаточно такой синтез получился. И остались довольны и вот китайский театр, и вот наш театр Аланхо. В города России приезжаете? Да, вот стараемся все-таки потихо уже выезжать. И вот в этом, в следующем году, в 2024 году планируем делать большие гастроли уже и вывести буквально там около 4 спектаклей, как раз для того, чтобы зрители России могли увидеть наши спектакли. Где можно будет увидеть? То есть какие города в списке? Наверняка крупные. Сейчас мы работаем с Москвой, с Санкт-Петербургом, с Нижним Новгородом. Там еще несколько городов нам сказали добавиться. Но это, по крайней мере, те 3 города, которые точно в списке есть. И, возможно, еще у нас будет выезд в Астану и в Бишкек. Такие вот планы на будущее. Что касается поддержки такого вида искусства, да, театра, насколько сегодня она актуальна, насколько ее хватает, может быть, что-то еще необходимо сделать, чтобы приумножить эту культуру? У нас очень хорошая поддержка со стороны правительства нашей республики. Наш глава Айсен Сергеевич очень хорошо поддерживает. Вообще Аланхасутов. Кстати, у нас есть живые исполнители Аланхо. Это аланхасуты, которые сегодня, также согласно традициям, которые были 100, 300, 50, 500 лет назад, они такой же манере исполняют аланхо. И вот как раз благодаря нашему Айсену Сергеевичу у нас аланхасуты получают стипендию главы. А также появилась система домов аланхо, в которых также практикуется аланхо и в традиционном формате, и в формате театрализованного представления. Что касается новых спектаклей, расскажите о творческих планах. Как я уже говорила, мы сейчас начали работу уже над индийским произведением, индийским эпосом Шакунтала. Его написал знаменитый индийский писатель Калидаса. И вот его перевели уже на якутский язык. И сейчас уже идет постановочная работа, начальная, да, читают, там вместе обсуждают, каким образом его поставить. И сейчас на эту работу уже у нас начала наша режиссер Степанида Борисова. И сейчас буквально кроме этого еще готовится еще другой спектакль, который тоже основывается практически на традиционном формате. То есть получается у нас и в форме театра, спектакля как бы работает театр, да, и еще традиционную форму тоже исполнения аланхо тоже мы не оставляем, его тоже дальше пропагандируем, и оно тоже дальше живет тоже как отдельный вид искусства. Зрителям, которые впервые увидят это искусство, познакомиться с ним, что посоветуете, как подготовиться, с каким настроем прийти? Для того, чтобы немножко подготовить нашего зрителя, мы специально готовим либретто. Синхронный перевод невозможен практически, потому что когда люди поют, его невозможно в текстовом формате синхронный перевод давать. Поэтому мы сначала даем такие книжечки, где у нас либретто написано там по актам, допустим, первый акт, там такая история, второй акт, там и так далее. Тогда, в принципе, человек, уже ознакомившись, он уже понимает суть самого произведения, суть самого аланхо и уже начинает вникать внутри. Ну что ж, Мария Васильевна, спасибо вам большое за этот разговор. Большое спасибо.